Дуже дякую, шановний пане президенте. Благодарю вас, уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, журналисты, уважаемые присутствующие, уважаемая команда президента Байдена. Я рад вас всех приветствовать в Украине. Для меня, для всех нас это большая честь. Только что мы провели переговоры с господином президентом Соединенных Штатов Америки в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате. Это был разговор, действительно приближающий нашу общую победу в этой войне. Мы можем и должны сделать так, чтобы именно этот 23-й год стал годом победы. Я хочу подчеркнуть, это не спровоцированная и преступная российская война против Украины, всей Европы и демократического мира должна завершиться очищением всей украинской земли от оккупации России и твердыми гарантиями долговременной безопасности как нашего государства, так и всей Европы и всего мира. Именно сейчас в Украине решается судьба международного порядка, основанного на правилах дружбы. И мы вместе с господином президентом Байденом, с нашими союзниками и партнерами должны и дальше делать абсолютно все возможное, чтобы демократический мир выиграл в этой исторической битве. Украинцы помнят внимание господина президента Байдена к нашему народу, каждому человеку, к нашему государству. Мы постоянно находимся на связи с господином президентом с первых минут полномасштабной войны. И этот первый за 15 лет визит президента Соединенных Штатов Америки в Украину является самым важным визитом за всю историю украино-американских отношений именно в этот период. Потому что этот период самый сложный. Наше государство бьется за свою свободу и свободу всех европейцев, всех людей свободного мира. И это свидетельствует о том, насколько больших результатов мы уже достигли и насколько исторические результаты могут быть достигнуты. Но только вместе со всем миром. С Украиной, Соединенными Штатами Америки, со всей Европой. И сегодня наши переговоры были содержательными и очень важными. Как это уже стало традицией отношений между нашими государствами, я хочу поблагодарить лично господина президента Байдена, всю его команду, Конгресс Соединенных Штатов, всех американцев и спасибо за достигнутую мощь украино-американского сотрудничества. Дорогие присутствующие, на этой неделе уже год нашей несокрушимости и нашей борьбы против российской агрессии. И очень символично, что мы укрепляем наше сотрудничество этими двумя встречами с господином президентом, моим визитом и нашей команды в Вашингтон в декабре, и визитом президента и его команды в Киев сегодня. Сейчас результаты этих визитов, безусловно, будут ощутимы на поле боя и проявятся в усилении наших воинов и в освобождении наших территорий. Решение Соединенных Штатов по Абрамсам для Украины уже заложило основы для танковой коалиции. Исторически важен и наш прогресс в вопросах противовоздушной обороны. Сегодня период для защиты наших городов. И это действительно фундаментальное усиление. Сегодня мы проговорили такие вопросы. Также мы обсудили передачу дальнобойного и другого оружия, которое еще может поставляться в Украину и которого еще не было. Это очень важно. Господин президент, я знаю, что ожидается мощный пакет оборонной поддержки Украины именно сейчас. Такой весомый пакет мощности – однозначный сигнал, что у российских попыток реванша не будет шансов. И мы вместе защитим наши украинские города, наших людей от России и укрепим импульс нашей победы. И сегодня мы еще раз зафиксировали то, что у нас есть общее видение дальнейшего развития событий и перспектив в этой войне. Мы скоординировали дальнейшее давление на государство-террориста, работаем наряду с ужесточением санкций как на двустороннем уровне, так и в рамках группы 7. Это тоже очень важно. Фактически имеем общий взгляд на содержание многих пунктов нашей формулы мира, ее элементы безопасности, задачи восстановить полную силу Устава ООН и защитить международный порядок, основанный на правилах. Это общая задача. Я уверен, во всех странах, заинтересованных в международной безопасности, крайне важен вопрос восстановления справедливости и для всех пострадавших от российского террора, от этой агрессии, от этой войны и для нашего государства в целом. Агрессор должен понести ответственность за агрессию и возместить весь ущерб. Я благодарю господина президента за поддержку нашей работы по восстановлению справедливости, в частности, работы всех наших институтов в этом направлении. И мы считаем, что нет альтернативы созданию специального трибунала. Это позиция Украины, и мы будем поддерживать эту позицию. Конечно, я бы очень хотел, чтобы Соединенные Штаты Америки были вовлечены в реализацию нашей формулы мира. И это привлечение означает усиление глобальной стабильности в предсказуемости международных отношений. И мы имеем наработки на этом пути. И уже на этой неделе в Нью-Йорке совместно с Соединенными Штатами Америки почти 10 другими государствами мы выносим на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку мира в Украине. И в преддверии 24 февраля утверждение этой резолюции станет лучшим свидетельством, мощным свидетельством того, что террористическая сила никогда не сломает цивилизованное право.
И еще одно. Я считаю тоже историческим. Сегодня на Аллее Смелости в Киеве мы открываем табличку, посвященную господину президенту Байдену. Первый звонок во время войны был ночью 24 февраля прошлого года. Наши переговоры постоянные, неизменные, мощное внимание уделяется нашей борьбе. И действительно, внимание по защите украинской демократии, а также личный вклад господина президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире – это то, что всегда будет в истории, навсегда останется. Украина благодарна вам, господин президент. Украина благодарна Соединенным Штатам Америки, всем американцам во всех городах и общинах, которые ценят свободу так же, как ценим ее мы. Слава нашим воинам, слава нашим союзникам, слава Украине. Дуже дякую, пане президенте. Спасибо, господин президент. Действительно, год назад, буквально неделя в неделю, у нас был разговор поздно ночью по времени Соединенных Штатов. Здесь рано утром. И тогда российские самолеты пересекли границу, а вы мне сказали, что слышны взрывы за окном. Я тогда не мог поверить, что мир изменится. Я тогда спросил у вас, что происходит, что я могу сделать для вас, как я могу помочь вам. Я не помню дословно, что вы сказали, но вы тогда сказали собирать лидеров всего мира и попросить их поддержать Украину. Соберите лидерство всего мира и попросите их помочь Украине. Вы тогда говорили, что вы не знаете, когда и сможем ли мы поговорить. В ту темную ночь год назад мир готовился к возможному падению Киева. Даже неожиданно, что это произошло год назад. Но тогда говорили, что, возможно, Украине скоро придет конец. Но прошел год, а Киев стоит, и Украина стоит. Демократия стоит нерушимо. И Америка стоит с вами, и весь мир вам помогает. Киев вошел в мое сердце. Я приезжал в Киев 6 раз как вице-президент и 1 раз как президент. Я впервые сюда приехал, еще будучи вице-президентом, а вот позже, в 2014 году, после революции достоинства, я приезжал трижды. Я приехал снова в 2015 году, и тогда у меня была возможность обратиться к Верховной Раде и поговорить о развитии мощной демократии. В 2017 году, перед моим уходом с поста вице-президента, я снова приехал. Я знал, что я еще приеду, но я хотел убедиться, что еще до завершения выборов я еще раз смогу приехать в Киев, еще до того, как новый президент примет присягу. И вы, господин президент, вы действительно хорошо приняли меня. У нас была возможность поговорить, встретиться с дипломатическими командами, с лидерами общественности, которые помогают. Действительно поражает то, как все помогают. Малые дети, которые пытаются что-то сделать, даже маленькие дети, которые вытаскивают людей из уничтоженных домов в результате бомбардировки, в результате этих военных преступлений. И вообще поражает, что действительно весь мир сейчас наблюдает за этим. Это величайшая сухопутная война в Европе за 3/4 века. И вы побеждаете. Несмотря на другие мнения или прогнозы, вы побеждаете. Вы продолжаете это делать. И с самого первого момента, когда я получил разведывательные сообщения еще больше года назад, мы тогда сосредотачивали основное внимание на том, как нам собрать весь мир, как выполнить то обещание, которое я вам дал, собрать весь мир в поддержку Украины, как обеспечить ваш успех, как сделать так, чтобы весь мир отреагировал. Эти все преуспевающие экономики, мощные, независимые и демократические страны. И тогда весь народ Америки решил, что мы будем помогать. Что подобная агрессия представляет угрозу всем нам. Мы построили коалицию по разные стороны Атлантического и Тихого океана. По всему миру. Япония и другие страны. Более 50 стран помогают Украине защищаться, предоставляя гуманитарную, экономическую и военную помощь. Они также накладывают огромные санкции на Россию. Вместе мы передали более 700 танков, свыше 1000 боевых бронированных машин, свыше 1000 артиллерийских систем, свыше 2 миллионов артиллерийских снарядов, свыше 15 систем противовоздушной обороны. Все то, что помогает защищать страну. Я не говорю сейчас о дополнительной помощи на 2,5 миллиарда, которая еще будет объявлена, а от Соединенных Штатов в поддержку Украины сегодня, когда я буду говорить о новом пакете, там будут дополнительные боеприпасы для хаймарсов, для артиллерии. Дополнительные системы, позволяющие защитить украинский народ от бомбардировок. Позже на этой неделе мы объявим о новых санкциях, которые помогают обойти санкционный механизм. Благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе мы также будем выделять миллиарды в виде прямой бюджетной помощи, и ею правительство может воспользоваться немедленно, чтобы удовлетворить основные потребности граждан, ведь Украина платит очень большую цену, и жертвы чрезвычайно велики. Мы выражаем соболезнования тем, кто испытал огромные страдания. Мы прекрасно понимаем необходимость защищать Украину, ведь Россия стремится стереть Украину с лица земли. Они прекрасно понимают, что те десятки тысяч не хотят возвращаться в Россию. Многие уезжают сейчас из России, потому что они не видят будущего в этой стране. Российская экономика сейчас находится в сложной ситуации,
ситуации. Путин хотел, чтобы Запад разделился. Путин рассчитывал, что мы не сможем обеспечить единство стран НАТО, что мы не сможем обеспечить единство стран в помощи Украине. Он надеялся, что, собственно, такое единство не будет долгим. Наверняка сейчас он на это не надеется. Вообще не знаем, на что он надеется. Но он продолжает совершать ошибки. И вот спустя год у нас есть доказательства. Здесь, прямо в этой комнате, в этом зале мы стоим вместе. Господин президент, я действительно очень рад ответить на ваш визит в Вашингтон. Тогда вы сказали Конгрессу, что вы не боитесь, и никто в мире не должен бояться. Вы и все украинцы, господин президент, напоминайте миру каждый день, что означает мужество и храбрость. И действительно это поражает. Напоминайте нам, что у свободы нет цены, она бесценна. За нее стоит бороться столько, сколько потребуется. И столько же мы будем оставаться с вами.